Приветствую тебя, Кавказ седой. Твоим горам я путник не чужой. Они меня в младенчестве носили и к небесам пустыни приучили. И долго мне мечталось с этих пор все небо юга до утеса гор. 1863 год. Чечня. Только что закончилась Кавказская война, которая шла более 40 лет. После пленения Шамиля и казни его ближайшего наиба Байсангура чеченцы оказались в сложной ситуации. Обещание возвратить им равнинные земли Россия не выполнила. Вместо этого в долине Терека прочно обосновались казачьи станицы и поместья кавказских аристократов. Пахотной земли и пастбищ в горах на всех не хватало, а расширять угодья запрещало царское правительство. Новое восстание было только вопросом времени. Некоторые чеченцы уже готовились к нему. Из донесения главного штаба начальнику Терской области графу Михаилу Треловичу Лорис-Меликову. В Чечне все против нас. И характер народа, и быт его, и местность. Продолжительная война не возвысила и не улучшила характера чеченцев. Не имея сил ни защищаться от нас, ни свергнуть шамилевское правление, чеченцы в течение 20 лет старались только увертываться от грозивших опасностей, употребляя все свое оружие то против одной, то против другой стороны. Чтобы выйти из этого неопределенного, но тяжелого для нас положения, представляются два способа действий. Первый, решительный, заключается в переселении всех чеченцев на левый берег Сунжи и Терека, а также в Малую Кабарду. Второй путь – это по мере возможности постепенное выселение чеченцев в Турцию. Снова по аулам начинают ходить слухи о том, что царь хочет насильно крестить чеченцев, отправить их в Сибирь или забрить в солдат. Эти нелепые вымыслы были на руку турецкому султану, который опять старался втянуть Чечню в войну с Россией. Но царские чиновники перехитрили турок. Осетинский князь Муса Кундухов, генерал русской армии, предложил возглавить переселение чеченцев в Турцию. Москва и Стамбул дали свое согласие. Весной 1864 года 5000 чеченских семей начали свой путь в Турцию. Они не знали, что из 25 тысяч переселенцев мало кому посчастливится вернуться. В Турции чеченцам нечем было кормить скотину. Скоро большая часть коз, овец и коров пала. Начались болезни и голод. Чеченцы лагерями остановились около Эрзерума и Муша. Единственная помощь поступала от местного населения, но скоро и она прекратилась. Горцам нечем было кормить свои семьи. Начались грабежи и воровство. Местное население стало враждебным. Турецкие власти начали подтягивать к лагерям войска. Теперь местные жители, и мусульмане, и христиане, встречали турецкую армию. 3 долгих ночи, полных отчаяния, провели чеченцы, решая, как поступить. 3 ночи, полных безнадежной тревоги и смертей. 3 самых жутких ночи за весь переход. Горцы решили возвращаться домой. Турция не хотела выпускать их, а Россия принимать. Но люди верили, что в конце концов к ним проявят милосердие. Они не знали, что их участь уже решена. Несмотря на устрашающие попытки властей остановить чеченцев, они упорно шли к границе Родины. Вдали показались родные горы, а перед ними стояло несколько тысяч турецкой пехоты и конницы. Жерла пушек метили точно на дорогу, по которой шли переселенцы. На требование развернуться и следовать Диярбекир чеченцы выстроились в боевые порядки и в отчаянии пошли в атаку. Пушечный дым заволок поле боя. С конца XVIII века Кавказ для России становится горячей точкой. В многолетней борьбе с Турцией Российская империя находит союзников в Закавказье. В 1802 году к России добровольно присоединяется Грузия, в 13 году Северный Азербайджан. В 28 году Кавказский корпус русской армии отвоевывает у персов Армению. Для прочных коммуникаций с Закавказьем прокладывается военно-грузинская дорога. Россия закрепляется на Северном Кавказе. По левому берегу Терека и Сунжи стараниями генерала Ермолова появляется Сунжинская укрепленная линия, состоящая из крепостей, редутов и казачьих станиц. Все эти меры вызывают недовольство в среде горцев.
В 1817 году на Кавказе начинается война. Тогда мало кто мог себе представить, что она продлится больше 40 лет. Это будет самая протяженная и кровопролитная война в истории России. Горцы отчаянно защищаются. Первый наместник Кавказа Ермолов, вырубая леса, ведет армию от одного аула до другого, уничтожая все на своем пути. Позже все кавказские наместники и военноначальники будут в той или иной степени использовать тактику осады Кавказа, тактику генерала Ермолова. Граф Алексей Петрович Ермолов, проконсул Кавказа с 1817 по 1827 год. Боевое поприще начал у Суворова, пользовался непререкаемым авторитетом у солдат. Отличился в Бородинской битве. С 1818 года начал ряд военных операций в Чечне, Дагестане и на Кубани, которые сопровождались постройкой крепостей Грозная, Внезапная и Бурная. Отличался непримиримой позицией в отношении горцев. Первым из русских военноначальников на Кавказе начал применять тактику выжженной земли. После восстания декабристов тянул время с присягой новому императору, после чего впал в немилость. В 27 году покинул Кавказ и до самой смерти жил в Москве. Из записок генерала Ермолова. С чеченцами употреблял я кротость ангельскую, особенно когда приходил превращать их жилище в бивуак, столь удобно уравновешивающий все состояния. Еще успел их приучить к некоторой умеренности, отняв лучшую половину хлебородной земли. Остается устроить еще несколько укреплений, и тогда голод более нежели теперь начнет производить... Вот один из примеров тактики войны, примененной Ермоловым на Кавказе. Из записок генерала Ермолова. Приказал я окружить селение Дада-Юрт, лежащее на Тереке. Жители защищались отчаянно, до последнего. Двор каждый приходилось брать штыками. Женщины и те бросались кинжалами в толпы солдат. Со стороны неприятеля истреблены почти все мужчины числом не менее 400 человек. Женщин и детей взято в плен до 140. Но гораздо большее число вывезено. Селение состояло из 200 домов. 14 сентября 1818 года разорено до основания. Судьбу Дада-Юрта впоследствии разделили большинство чеченских аулов. Когда-то каждая чеченская семья принесла по горсти земли в основании этого богатейшего в Чечне села. Вот что сегодня от него осталось. Лишь заброшенный холм и несколько памятных плит. К 1839 году боевые потери русских на Кавказе составили более 30 тысяч человек, в то время как умерших от эпидемии уже более 100 тысяч. Все это не могло оставить двор равнодушным. Из высочайшего указа императора Николая I. Главным и самым спешным делом считай усмирение Дагестана и Чечни. В 1845 году на Кавказ прибывает новый наместник, граф Михаил Воронцов. Михаил Семенович Воронцов, видный военный и государственный деятель, генерал-губернатор южных областей России и наместник императора на Кавказе, боевой генерал, герой Отечественной войны 12 года. Воронцов проводит подготовку очередной экспедиции по всем канонам воинского искусства. Однако талант полководца, который Воронцов проявил в сражениях с Наполеоном, на этот раз изменил графу. На Кавказе он увидел совсем другую, более изощренную и жестокую войну. Кавказские леса еще в XIX веке были непроходимым препятствием для русской армии. На одном ветвистом дереве в засаде располагалось несколько десятков чеченских стрелков. Каждый из них стрелял гораздо лучше любого русского солдата. Чеченцы не боялись закладывать в ружье двойной заряд пороха, что было запрещено в русской армии. Чеченская пуля летела дальше и точнее русской. Смертоносная засада ожидала солдата за каждым кустом. Рано или поздно каждый из царских военноначальников получал щелчок по носу в ичкерийских лесах и начисто терял интерес к рискованным экспедициям в горы. Из служебной записки генерала Фрейтага к графу Воронцову. Я не буду доказывать, что движение через ичкерийские леса вещь почти невозможная. Напротив, я убежден, что ваше сиятельство пройдете, но потери будет неисчислимы. Вы увидите, что чеченцы умеют драться, когда им это нужно. Воронцов, как опытный военный начальник, прекрасно понимал это, но у него был жесткий приказ императора.
Будучи великолепным стратегом в боях на открытой местности, граф не имел опыта войны. Целый месяц 10-тысячное русское войско карабкалось в горы прямо над Арго, ставку имама. Продирались сквозь чащи, под непрерывным огнем чеченских стрелков. К тому же в горах выпал снег. В день русские теряли до сотни человек убитыми, ранеными и обмороженными. Наконец, взору графа предстали дымящиеся развалины. Отряд остался на пепелище всего лишь с двухдневным запасом сухарей. Эта экспедиция так вошла в историю под названием «Сухарной». 2 недели горцы преследовали и громили обессилевшие от голода войско. Особенно отличился при этом Шаик Центароевский. 24 часа в сутки он организовывал беспрерывный обстрел. То есть ни на одну минуту солдаты не могли сомкнуть глаз. Ружья раскалялись, перестали действовать. Люди падали, засыпали на ходу и падали. По ним их топтали и шли, эта колонна, безмолвная колонна, с открытыми глазами, но спящая шла дальше. Это все днями шло. То есть он в буквальном смысле, эти 10-15 тысяч вооруженных людей, он свалил их с ног. Воронцов потерял треть личного состава. Одних только генералов погибло 4. 1845 год стал годом самых больших потерь русской армии на Кавказе. Убито, ранено и попало в плен более 300 офицеров и почти 5500 нижних чинов. Тем не менее, император Николай I посчитал операцию удачной и даже наградил Воронцова. После Сухарной экспедиции теперь уже князь Воронцов меняет тактику. Ведет войну топором и лопатой, укрепляет крепости и прорубает просеки в лесах. Практика показала, что это было самой действенной тактикой в Чечне. Так горцы оказывались в положении осажденных. Большая часть сподвижников Шамиля переходит на сторону русских, в том числе и знаменитый Хаджи Мурат. В 1859 году имаму остаются верны лишь 400 мюридов и укрепленный дагестанский аул Гуниб. 11 августа 1859 года имам оказался запертым в Гунибе. Видя бессмысленность сопротивления, менее чем через месяц Шамиль решил сдаться. Верный Наиб Байсангур, провожая взглядом своего имама, кричал ему вслед: «Шамиль, обернись!» Но имам не обернулся. Он знал, что чеченец Байсангур в спину ему не выстрелит. Так закончилась эпоха Шамиля на Кавказе. Борятинский встретил бывшего имама приветливо и даже разрешил оставить ему личное оружие. По приказу императора Шамилю устраивают путешествие по России, после которого поселяют в Калуге, выкупая на казенные средства лучший в городе дом. Например, при Шамиле половина мужского населения Чечни были погибли этой войне. В Чечне было много пахотной земли на равнинах. Царское правительство вело политику заселения этих земель казаками и вытеснения чеченцев в горы. Все это ослабляло горцев. Никогда не знавшие над собой централизованной власти, свободолюбивые войнахи сражались до последнего. Плоды этого противостояния дали о себе знать и в конце 20-го. Вечер 17 октября 1865 года. Сотни чеченок оплакивали погибших отцов, мужей, сыновей. Умирающий Арзу, главный герой романа, говорил родным последние наставления. Я впервые задумался над пройденным и понял, что мы были слепы. Во всех наших бедах и несчастьях обвиняли христиан. В первую очередь русских, думая, что все без исключения мусульмане наши друзья, а все иноверцы враги. В прошлую зиму возле Шали на поле убитого быка нам устроили бойню. Но среди русских, стрелявших безоружных женщин и мужчин, стояли чеченские офицеры и муллы, готовые исполнить любой приказ. Оказалось, что все мучения нужны были лишь для того, чтобы понять эту простую истину. Кавказ, далекая страна, жилище вольности простой, и ты несчастьями полна и окровавлена войной.